Доброе утро, Якутия. Это «Утро Якутии» на телеканале Якутия-24 НВК Саха. Три Тройная раза. Якутия. 3 раза слово «Якутия», впрочем, как и всегда. А 3 счастливое число считается, между прочим. Ну, Катерина Винокурова, Павел Танин. Утро это. Встречаем вместе с вами на календаре 12 декабря. Уже вторник. Уже вторник, уже еще на один день меньше до Нового года. Да, 19 дней, если быть точными. 19 дней считаем вместе с вами здесь, на Якутия-24. Итак, что нас ждет в предстоящий час? Поговорим с вами о меховых тенденциях. Ожидаем в нашей студии нашего, уже можно назвать, персонального стилиста Дарью Габышеву. Поговорим, что сегодня в моде и что носить якутянам в нашу суровую зиму. Да, вот и правильно подметила, именно в суровую зиму. Помимо этого, второй день продолжаем говорить про еду. Ну, во-первых, про необычную. Любимая тема Паши. Ты моя любимая. Вы думаете, почему борода она скрывает щеки? А, собственно, про необычную еду поговорим, про полезную, неполезную и так далее. Да, также узнаем последние новости на рынке недвижимости. Также ожидаем эксперта в нашей студии. Поэтому оставайтесь с нами, будет обязательно интересно и полезно. Да, не забывайте, кстати, про наш Телеграм. Там тоже всегда интересное что-то появляется, чего нет в эфире. QR-код на экране, сканируем, вперед, все получится у вас. Ну а мы начинаем эфир непосредственно с информацией, о которой я уже сказал, да, про необычную еду. Продавец уличной еды Ци из города Чанша, помимо традиционных китайских закусок, предлагает посетителям рынка Янфань жареный на гриле лед, и его блюдо пользуется популярностью. На кадрах мужчина выкладывает кубики на решетку, добавляет специи, фирменный острый соус, все тщательно перемешивает, и холодная закуска готова. Если покупатели хотят попробовать лед, я даю им попробовать. Если они думают, что он безвкусный, я даю им его пожевать. Он очень хрустящий, рассказал Цзы. А при этом продавец признался, что ледяное барбекю на самом деле аттракцион для привлечения покупателей, а блюдо не соответствует национальным гигиеническим стандартам. Больше людей придет на рынок, посмотрев видео о нас в соцсетях. Но эти кубики льда абсолютно несъедобны. Мы просто готовим их, чтобы привлечь покупателей, поделился Ци. Идея такой закуски появилась у одного из продавцов уличной еды в китайской провинции Цянси летом этого года. Чтобы охладиться в жаркий день, он попробовал приготовить лед на гриле, снял процесс на видео и выложил в сеть. Ролик тут же стал вирусным, а его рецепт новым фуд-трендом в Китае. Ну что, если уж в Китае додумались до такого, я думаю, вообще Якутия может даже поставлять этот самый лед не только в Китай, но и в другие страны. Почему нет? Мировая столица жареного льда. Ну, на самом деле, вот я город наш немножко тоже на гриль положил, сегодня так замерз. Хотя на градусник, казалось бы, совсем ничего для декабря месяца в Якутии, в Да, Якутске. отнюдь. Да, но тем не менее почему-то холодно. И я думаю, что вот в таких вот условиях, даже в такой мороз, наши люди, якутяне, могут лед не только чтобы охладиться, поесть, но и чтобы согреться. Да, ну вот, к примеру, в Якутии мы знаем, завирусилось такое фото мальчика, который ест мороженое в минус 50. Так, какой бы ни была погода, холодной или жаркой, главное не терять позитивного настроя и радоваться жизни. Да, ну а сейчас узнаем непосредственно, какая погода за окном нас ждет сегодня. Итак, в центральных районах на 6 часов утра температура воздуха составила 32-37 градусов мороза. В заречной группе от 35 до 43. В южных 35-39, в Вилюйской группе 36-39. В Нижнеленских от 38 до 42. В западных 37-38, в Колыме-Дигирских от 19 до 34. В Янских 31-37, на северо-западе 22, местами 33 градуса мороза. Температура воздуха в городе Якутске на 6 часов утра составила 32 градуса со знаком минус. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Днем обещают нам небольшой снег, ветер северо-западный со скоростью 3,8 метров в секунду. Температура воздуха составит 30-32 градуса.
Кстати говоря, возвращаясь к льду, чтобы охладиться, мороженое минус 50, давняя, да, такая фраза, что зимой мороженое мы едим, чтобы согреться. Вот где вот точка температурная, когда мороженое уже для согрева идет? Сколько это градусов? Подумайте, кстати, вот на досуге, интересная, мне кажется, мысль, когда мы начинаем греться мороженым, при какой температуре. Ну а пока давайте узнаем, какие же события произошли за прошедший день в республике и за ее пределами. Доброе утро, Якутия. Коротко о главных событиях к этому часу. 11 декабря официально открыта ледовая переправа Хатасы-Павловск через реку Лену между Якутском и Мегино-Кангаласским районом. Разрешено движение автомобилей весом не более 3 тонн. Толщина льда на переправе варьируется от 35 до 80 сантиметров. Напомню, всего на данный момент в Якутии эксплуатируется 21 ледовая переправа. Как и со стороны города Якутска, также со стороны Мегино-Кангаласского района работает весовой контроль. Водители могут подъехать на весовую, замерить тоннаж своего транспортного средства и после чего продолжить свой путь. И хотелось бы отметить водителям передвигаться только по официальным открытым ледовым переправам с соблюдением тоннажа. Аэропорт Якутск подвел производственные итоги за 11 месяцев текущего года. Пассажиропоток главной воздушной гавани Якутии за январь-ноябрь составил 901 397 человек. Этот показатель опережает показатель минувшего года за аналогичный период на 1,3% или на 11 759 в абсолютном выражении. За 11 месяцев объем пассажиропотока по центральному расписанию составил 691,5 тысячи человек, что составляет 76,7% от общего числа пассажиров. Местные пассажирские перевозки, соответственно, заняли 20,8% в общей структуре обслуженных пассажиров. При этом перевозки внутри региона выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Многофункциональный спортивный комплекс на улице Ельминская в Якутске должны ввести до конца мая следующего года. Спорткомплекс станет одним из объектов игр «Дети Азии». Там планируют соревнования по волейболу среди девушек. Так, например, площадь двухэтажного комплекса составляет 2800 квадратных метров. Предусмотрен универсальный зал с трибунами для зрителей на 400 мест. На втором этаже тренажерный и боксерские залы. Сейчас идет внутренняя отделка. Объект возводят по госпрограмме развития физкультуры и спорта и муниципальной программе Якутска. Дети Азии, этот объект, здесь будет находиться одна из детских спортивных школ города Якутска. Да, и здесь, конечно же, как мы знаем, в Сайсарском округе отдельных таких больших спортивных залов практически нету, да, только спортивных залов, только школ, наверное, да. И вот для населения, чтобы население вечернее время, да, и утреннее время, чтобы занимались, чтобы в целях увеличения количества систематически занимающихся, да, чтобы развить массовый спорт. В эти дни в рамках подготовки к КСХ Олонхо 2024 года в Амгинском районе в селе Амга прошел первый конкурс кузнецов района, посвященный знатным мастерам из чепчелганского наследия. Всего в конкурсе приняли участие 9 мастеров. Судьи проверили качество и удобство клинков, ножей, изготовленных участниками на практике. Для тестирования использовались бумага, деревянные бруски, войлок, канат и рог лося. По итогам конкурса первое место занял кузнец из битюнского наследия Георгий Олесов. Резка каната, войлока, древесины и остроту проверили. Как пользуемся, например, вот войлок, он как бы как это шкура получается, а канат вот уже по шкуре, вот когда гриву лошади срезаешь, вот он как бы такой получается порезу. Вот по остроте уже на бумаге уже попробовали. Мероприятие прошло успешно. Ну что, мы продолжаем. 12 декабря на календаре. Да. И это знаменательный день. Когда-то это был день Конституции, мы его отмечали, в школе был выходной. Вот. А еще Не сегодня, только в школе. да, еще На работе сегодня тоже у моей выходной. сестры день рождения, правда, вряд ли прямо сейчас она смотрит Огромный эфир. ей привет передаю. Мы передадим ей привет, сейчас она
в теплых краях находится. Поэтому Здорово. вот еще даже не проснулся, наверное. Но я думаю, потом при помощи, опять же, приложения НВК онлайн можно посмотреть. Все это будет Да. и увидеть А поздравления. потом, Поэтому, потом еще ссылочку на эфир отправишь ей. да, Да. И Пусть посмотрит, порадуется. Конечно. Когда проснется. обязательно. Поэтому, Надежда Александровна, с днем рождения тебя, расти большой, не будь лапшой, как говорится. Ну а какие еще события сегодняшнего дня, сегодняшний день знаменуют, давайте узнаем. Сегодня празднуют День Конституции, Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения и День пряничного домика. По народному календарю Парамон – зимоуказатель. На Руси зимоуказателем Парамона прозвали за то, что по его дню можно было предсказать погоду на весь декабрь. Утро красное быть декабрю ясным, подмечали люди. Если же мела метель, то такая погода могла продержаться до Николы Зимнего. Багряная заря предвещала сильные ветры. Также на Парамона говорили, что земля каменеет, а речка стынет. Люди верили, что с этого дня зима в медвежьей шкуре ходит по деревням, по крышам стучит, бабам велит вставать, печи топить, каши варить. Это день в истории. В 1817 году открылся Московский манеж. В 1911 году столица Индии перемещена из Калькутты в Дели. В 1921 году в Великобритании основана Ассоциация настольного тенниса. В 1955 году рабочий поселок Братск преобразован в город. В 1961 году в США запущен на орбиту первый в мире радиолюбительский спутник «Оскар-1». Также в этот день Кения получила независимость от Великобритании. В 1993 году в ходе всенародного голосования принята Конституция Российской Федерации. В 1997 году состоялась премьера фильма «Брат» режиссера Алексея Балабанова. Главные роли сыграли Сергей Бодров-младший, Виктор Сухоруков, Светлана Письмиченко. В этот день родились в 1925 году Владимир Шаинский, композитор, актер. В 1928 году Леонид Быков, советский кинорежиссер, сценарист, актер. В 1991 году Хайме Лоренте, испанский актер и рэпер, наиболее известный по сериалам «Бумажный дом» и «Элита». Именины в этот день у Даниила, Ивана, Николая, Урвана, Дениса, Авива, Констанции, Парамона, Филумена, Петурина и у Федора. Паш, знаешь ли ты о последних тенденциях музыкальных вот в сети интернет, которая сейчас? Ну, я как-то одно знаю, связано это с днем недели четверг, который почти, наверное, вся страна нынче ждет каждую неделю. Да, но это не музыкальный. Там музыка тоже есть, и она тоже, знаешь, Ну да. популярна нынче. Да, хорошо. А вот песню «Мой мармеладный» знаешь? Ну, в детстве слушай. Ну, как в детстве, как бы в юности, наверное. В детстве. Ну, у меня все, что меньше 20 уже детство. Вот так вот. Ну так вот, Slavic Girl Aesthetic можно перевести как стиль славянской девушки. Это подразумевает под собой зимний образ богатой русской модницы, которая демонстрирует свой достаток при помощи дорогой одежды. Меховая шапка-боярка, длинная шуба, каблуки и золотые украшения. А еще девушки при этом могут употреблять красную либо черную икру. И, как ни странно, этот хит, так можно сказать, запустили за рубежом под известную композицию 2004 года «Мой мармеладный» исполнительницы Кати Лель. И теперь эта песня на первых строчках мировых хит-парадов. Представляешь, 20 лет прошло вот с тех пор, как песня появилась, да? Ну, говорю, почти детство. Ну, вообще, я знаю, что вообще, если говорить про мех, да, вот головные уборы и так далее, лучший мех в мире все-таки находится именно у нас в Якутии. И давайте же посмотрим про наши меховые изделия. Салоны столичных шуб вновь в плюсе. Новомодные тренды заставили красавиц встать с диванов и пройтись по меховым салонам. Ведь каждая уважающая себя красавица обязательно должна быть на стиле. Не осталась в стороне и Мария, ведь она давно мечтала о шубе, а тут как раз такой повод. Я вот знаю, что пришла мода на натуральные меха, и вот мне очень нравится следить за модой, и сегодня я пришла покупать шубу себе из норки.
почему норка? Вот сейчас же в тренде рысь, еще там другие меха и так далее. Ну, я всегда мечтала о норке, но сегодня, возможно, выберу для меня другую модель. Хотя в нашем регионе, как говорят специалисты модной индустрии, меха всегда пользуются спросом, и этого требует не мода, а условия жизни. На самом деле для нашей Якутии одеться тепло – это не роскошь. Для нашей Якутии очень важно в действительности иметь такую вещь, сферу, которая была бы удобная, комфортная и обязательно теплая. Ну и, конечно, я всегда вставляю следующий момент, чтобы это носилось долго. Мы все-таки минимум 5 месяцев в году у нас зима, и нам надо вот в 5 месяцев в году себя чувствовать комфортно, удобно. Действительно, меха не только показывает достаток женщины, но и подчеркивает ее статус и красоту. Потому что это для нас такая же статусная вещь, как для мужчины машина. Почему шуба? Шубы имеется много моментов. Во-первых, я в шубе могу быть королевой, могу быть красивой. Это мой статус. Пуховик, он не подчеркивает мою красоту, насколько бы мне хотелось. В шубе очень комфортно. Она легкая, она невесомая. Между тем, Якутия славится не только своими алмазами и бриллиантами, но и так называемым мягким золотом, то есть мехами. Так, как рассказывает именитая владелица мехового салона Алена Савинова, ее эксклюзивные шубы носят московские красавицы. В первую очередь мы шьем изделия из соболя. Ага. Также, конечно, пользуются спросом изделия из норки. Мы шьем вот такие вот интересные шубы, которые, видите, это называется техника интарсия. Тут из цветной норки выкладывается рисунок. Тут у нас алукмас. Вот такие. Мы очень часто участвуем в разных показах, в разных регионах. И мы возим вот такие шубы с собой на показы. Люди, конечно, людям очень нравится вот это все. Вот. Еще вот такая якутская есть тема. Тут хомус, бубен, вот тут каталык, тут вот эти лошади. Специалист по меху говорит, что все шьют только из местного сырья, то есть это не фермерские меха, где выращивают животных специально для забоя, а мех диких животных, который отличается не только качеством, но и прочностью. Что интересно, шубы и шапки местного производства в разы дешевле, чем у знаменитых домов мод. Лора Пиано, например, продает норковую шапку мужскую, где-то стоит 350 тысяч. Вот, например, вот эта шапка сколько стоит? Вот эта шапка? Вот эти вот. Вот эта соболиная? Да. Вот эта соболиная стоит, 40 тысяч. Дешевле, Лора чем- Пиано бренд. И потом у них соболь же, это для них как бы роскошь, редкость. У них он не водится, они его покупают где-то, я не знаю, за бешеные деньги. А у нас он вот здесь. Поэтому мы легко можем шить довольно-таки бюджетные вещи. А смотрите, давайте вот посмотрим, тогда вот шубы, раз уж на то пошло, если это у нас тут есть соболиная? Соболиные шубы мы вот все уже продали. Продали, это пользуется Мы ее в спросом. Москву отправили, вот последнюю шубу буквально позавчера. Вот так каждая жительница республики может смело сказать, что она следует мировой моде. Ведь меховая шапка и шубы – это наш образ жизни. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. Действительно, мех – это для нас не только роскошь, но и необходимость, чтобы пережить суровую зиму. Но, тем не менее, хочется ходить не только в теплой, но и в красивой верхней одежде. Тем более, меховая мода не стоит на месте. Конечно. Давайте же разберемся вообще в этом вопросе вместе со стилистом Дарьей Габушевой. У нас в гостях. Даш, привет. Привет утро. вам, привет. Ну, вообще, да, как вообще относитесь к меховой моде в принципе? И действительно ли, если говорить про зимнюю Зимой может одежду, быть да. не только тепло, но и красиво. Минус 50. Вообще, возьмем сам факт того, да, где мы с вами живем. Ну, то есть это резко континентальный климат, мы вынуждены утепляться, то есть это нам передается, скажем так, с корнями, с нашими, да, и природа, она вынуждает нас. И, возможно, если вы поедете куда-то и спросите у людей, а как одеваться в минус 50, они скажут, в смысле одеваться, надо выживать. Ну, то есть вы еще куда-то ходите вообще, то
есть вы вообще еще... Какой Что, с ума сошли? Что, запрос на красиво у вас, серьезно? То есть нас вообще же это не останавливает. Ну, то есть вот утром, да, или там вечером просто девушки стоят в красивой одежде, то есть умудряются каким-то образом что-то с чем-то все равно комбинировать, сочетать. То есть даже если ватники там, чтобы под куртку подходили, чтобы под шапку там и так далее. То есть мне кажется, что мы в этом моменте уже настолько воспитаны, чтобы стараться сделать из того, что из возможного, самое максимально симпатичное, на мой взгляд. Поэтому я верю, что красивой быть можно, 100%, как мужчинам, так и женщинам. Вот. И, конечно, мех актуален снова стал. То есть мы какой-то момент от него же отошли, то есть вот это вот все такое пуховики, вот это вот все, а сейчас как бы мы к этому возвращаемся. И я думаю, история цикличная. Да, да, это все-таки цикличность моды, это во-первых. А во-вторых, помните, был тренд на экологичный мех? Да, все говорили экологичный мех. Искусственный. Там, искусственный, да, вот этот вот. Но мы же понимаем, где он производится, то есть это не... То есть чтобы его произвести, есть очень много циклов, которые загрязняют, допустим, да, среду. И, соответственно, когда уже начали проводить исследования, понятное дело, что на самом деле экологичный мех совершенно не экологичный. Напоминает историю с электромобилями, которые по факту, чтобы зарядить один электромобиль, вырабатывается больше углекислого газа, чем когда работает на двигателе. Ну вот, да, то есть, а если мы говорим с вами про натуральный мех, мы понимаем, что добывается он экологичным путем, то есть там гораздо меньше циклов. Дальше вещь, которая производится из натурального меха, она носится до 20 лет. То есть в среднем. То есть процент износа очень низкий. А после что у нас обычно наши, например, что мы делаем? Варежки, потом шапки, потом детям шубу. То есть, по сути, потом она... И плюс оно разлагается. То есть вообще в целом это, на мой взгляд, супер экологично, помимо того, что еще актуально. Ну, вообще, в целом, говоря про меховые изделия, ну, как-то вот с точки зрения моды, да, есть ли там разница мех кого, мех чего, какой мех нынче в тенденции, на какой мех есть, какой мех нужно уже в прошлом оставлять? Ну, скорее тут момент с фасонами, я бы так сказала. То есть одно время были фасоны актуальны, скажем, более женственные, чтобы она была более приталенная, тут юбочка, так и так далее, какие-то такие эффекты. Потом сейчас, то есть, да, мы видим уже, что тренд на оверсайз, да, чтобы шуба была вот просто мех слева, мех справа. То есть, большой балахон. Большой балахон, да. То есть затянули здесь ремнем, все, и ты как бы ходишь. Но я думаю, вообще, как стилист, рекомендую всем выбирать более вот такие вот свободные фасоны, потому что, опять же, шуба — это такое дело, 20 лет в одной шубе ходить может надоесть, да. То есть, чтобы ее как-то разнообразить и потом, может быть, перешивать, может быть, что-то еще делать, трансформировать, то лучше, если она будет изначально прямого фасона, а дальше уже в зависимости от настроения там, своего собственного, можно будет ее как-то уже переделывать. Вот. А сразу брать модельную шубу, если это единственная шуба в гардеробе, лучше не стоит. Но сегодня вот возвращаются в моду, да, шубы, шапки из советских времен, из 90-х, да, очень. Вот с чем это связано, как ты считаешь? Ну, вот, как Паша отметила, это цикличность, во-первых, плюс есть некоторая романтизация 90-х. Я думаю, что вы сейчас сами все это чувствуете, тут даже ничего объяснять не надо. То есть есть как каждый четверг чувствуем, получается. Вот, да. То есть есть определенные тренды, плюс шуба вообще в 90-е символ чего? Это был символ достатка. То есть если женщина, потому что кто-то ходил в драповом пальто и вот сюда старался, ну, знаете, воротничок хотя бы положить, там какой-то песцовый, там чернобурка, да, какая-то что-то. И здесь вот эта кубаночка была. Девушки, скажем так, которые были более обеспеченные, то есть шуба была как дело чести. То есть хотя бы изнутри, но шуба. То есть вот я буду в шубе, во что бы то ни стало. И, конечно, тренд возвращается все равно, как есть вот эта тихая роскошь. Вот эти вот все old money стили, которые сейчас так сильно популяризируются. И вместе с ними, да, тренд на шубу вернулся. Что происходит сейчас с шубами? То есть все, что из 90-х есть и когда-то сдавалось в комиссионные магазины,
то сейчас уже все это реставрируется и продается за... Все бегут обратно в комиссионные Да, магазины да. за своими, что Да. сдали. Да, конечно. Я думаю, что кто-то, наверное, думает, да елки-палки, у меня же вот ровно такая была. И сейчас их реставрируют и продают за достаточно большие деньги. Поэтому вообще шуба такая вещь. Я считаю, что шубу продавать не надо. То есть это правильное хранение, и, пожалуйста, пускай их, потому что дальше неизвестно, что будет вообще. Ну вот сейчас, в последние годы, да, появилось огромное разнообразие пуховиков различных, да, то есть сначала это вот были прям, грубо говоря, чуть не специализированные, и сейчас потихоньку уже на любой фасон, на любой вид, на любой вкус можно найти пуховик. Как к пуховикам ты относишься? К пуховикам я отношусь положительно. То есть сейчас я думаю, что человек, у которого есть хороший пуховик, он тоже зарабатывает деньги, да? Ну, в смысле, то есть, если раньше шуба была символом достатка, сейчас мы знаем, что хороший пуховик это тоже, ну, денег стоит. Не, ну, мне кажется, в шубу все-таки можно визуально понять, условно, насколько она дорогая. Пуховик. Пуховик. Ну, тут, во-первых, момент брендов, момент производителей. И, конечно, там, допустим, есть отдельный бренд, у него там есть этикетка, я очень веселилась от того, что пуховик на минус 35. То есть, когда ты стоишь, потом, когда ты идешь, он до минус 45, и когда ты бежишь, он до минус 60. И когда его позиционируют, говорят, вот у нас пуховик до минус 60. Я говорю, а ничего, что нужно в нем бежать для этого? То есть, ну, как бы, это такая ирония, но в целом производители пуховиков на самом деле не отстают, стараются делать какие-то трендовые, более актуальные вещи, постоянно подстраиваются под какие-то климатические условия, потому что основной потребитель этих пуховиков кто? Конечно, мы. То есть я не думаю, что так много экспедиций в арктическую зону. Нет же, да, там нет такого количества людей, как здесь. Ну, то есть 300 тысяч все равно не ездит. Вот, поэтому, ну, опять же, страны, ну, грубо говоря, полярного круга. То есть, ну да, есть. Я думаю, что есть, но преимущественно все равно у нас мы живем все-таки в такой стране, где есть тренд на внешний вид. В странах полярного круга, я думаю, тренда на внешний вид не так много. Мы главное тепло. Да, мы здесь все, живущие в нашем северном замечательном городе, почти все заточены на то, чтобы самоидентифицироваться. То есть мы город, в первую очередь, то есть нам нужно классно, хорошо выглядеть, а еще маленький город, да? Ты 1,5 метра пройдешь, и уже у тебя кучу знакомых, кучу друзей. Плохо выглядеть вообще даже зимой нельзя. Нельзя, да. Нельзя. Даш, ну и последнее, да, твои вот советы, рекомендации нашим телезрителям этой зимой. Конечно, зимой в первую очередь важно тепло. То есть, что бы ни случилось, важно помнить о своем здоровье. Здоровье – это самое вообще важное, фундаментальное. Потому что мода модой, да, а здоровье тебе никто не вернет. Тренды пройдут, а, как говорится, почки Почки уже никто не вернет. Да, поэтому, но если мы говорим про актуальность, то, конечно, важно, чтобы все это было в рамках бюджета, и помним, что можно взять какую-то фундаментальную базовую вещь, например, если это пуховик, то он, возможно, более простого лаконичного фасона, дальше уже можно добавить к нему и мех, если захочется, да, и какие-то вязаные изделия. То же самое с шубой, то есть не пытаться выбрать что-то супер эксклюзивное, сильно сложное, в случае, если вы уверены в том, что у вас не будет возможности приобрести в ближайшее время еще какой-то вариант. Поэтому здесь важна база, да, чтобы ваша верхняя одежда была базой, а дальше вокруг нее выстраивать уже свое настроение, свои какие-то такие варианты, мне кажется. Да. Ну и последний, в 2 словах буквально, вопрос, правда, будет подлиннее звучать, да, все-таки стилизм, стилисты, да, вот это все больше как будто вот про женское. Я всегда представляю мужскую половину, как-то мы уже в студии разговаривали, летние, по-моему, да, летние образы. Мужчинам главное было быть опрятным. Да. А вот зимой тоже главное опрятным быть, да? Конечно. Все. Мужчине круглый год главное. Мужики, главное опрятные. Главное тепло и опрятно. Даже не обязательно тепло. Главное опрятно. Даша, спасибо тебе огромное, что пришла, да, и ждем снова в нашей студии. Вам спасибо, что позвали. Позовем еще раз. Отличного дня. Вот. Ну, а мы продолжаем. Сейчас используется много иностранных слов в нашей речи. Например, тренд, что означает направление, или вайб, она же атмосфера, too much, слишком много, и так далее. Ну, вообще, слов огромное количество, и да, как вот, бы и мы язык всегда эволюционирует, да, заимствует, и мне кажется, все языки друг у друга что-то заимствуют. И мы постоянно употребляем, да, эти слова в своей речи. Ну, а в нашей рубрике «Говорим правильно» узнаем, какие же слова использует молодежь и что они означают сегодня.
Доброе утро, дорогие телезрители! Для обозначения просторечной речи молодого поколения ученые часто используют слово «сленг». Сленг представляет собой смесь арготизмов, жаргонизмов и иностранных заимствований. Как вы понимаете, чаще всего заимствуются слова из английского языка, или еще их называют англицизмы. Например, глагол «байтить». Синонимом глагола «байтить» может быть слово «провоцировать». Оно образовалось от английского «to bite», что значит «укусить». Самое интересное, что глагол «байтить», войдя в систему русского языка через молодежный сленг, уже начинает образовывать новые слова. Например, есть глагол «забайтить», то есть спровоцировать кого-то на какой-то поступок. Давайте говорить правильно. Всего доброго. Видели ли вы глаза ребенка, впечатлившегося прочитанной книгой? Это самые радостные и оживленные глаза в мире. Давайте же посмотрим, что читают нынешние дети, молодежь и о чем они рассуждают. Доброе утро, дорогие телезрители! И сегодня вы знали, что мальчик Пума решил жить среди людей? Об этом нам повествует книга «Дети леса. Превращение Карга», первая из цикла. Ее написала немецкая писательница и журналистка Катя Брандис. В свет она вышла в 2016 году, 1 июня, а в России появилась чуть позже, в 2019 году, от издательства «Эксмо». Сама книга нам повествует о мальчике Пуме, что живет со своими родителями в лесу. Он с детства проявлял интерес к людям, и однажды его мама решила отвезти его и его сестру Мию с собой в город. Хоть и произошло немало неприятных историй, все же тогда он решил, что хочет стать частью неизведанного мира, где никого нет ни шерсти, ни когтей, а для выживания необходимо всего лишь сделать пару шагов для магазина. И вот наш главный герой ушел от своей семьи. А на следующий день заголовки в газет блистали надписями: «Мальчик-загадка. Нашли у края леса». И вот он уже не Карак, а Джей Рилстон, приемный сын, что совсем не помнит ничего о своем прошлом. Он целых 2 года старался жить среди людей. И вот его записали в школу Джексон Холл. К сожалению, не все его приняли там так тепло. Он не желал нагружать своих приемных родителей и ничего не рассказал им. А через некоторое время он встретил загадочную женщину, что предложила ему такую сделку, что могла перевернуть всю его жизнь с ног на голову. Благодаря близким людям рядом и поддержке он сможет преодолеть все препятствия. Эта книга нам рассказывает о становлении человека, о принятии себя, о преодолении. И она поднимает такие темы, которые знакомы для многих. Поэтому я уверена, что хоть кому-то, но она поможет немножко разобраться в себе и обязательно объяснит немножко тем, кто ощущает себя другим среди всех остальных. Но, безусловно, чтение лучшим образом действует на воспитание детей, и это пища для мозга. А что же касается пищи для тела, ведь многие дети любят острую лапшу, а она не несет пользы и даже может быть вредной. Так любителям быстрой лапши объяснили, почему ею нельзя наесться. Лапша быстрого приготовления абсолютно не насыщает организм и не приносит ему никакой пользы. Об этом рассказал врач-диетолог Наталья Круглова. Специалист отметила, что такая еда почти не содержит пищевых волокон, а также витаминов и минералов. А лапшу готовят из муки высшего сорта, а это в свою очередь рафинированные углеводы. Они-то и не способны насытить организм на долгое время. А вот входящие в состав лапши различные специи как раз и разжигают аппетит, при том, что они могут и не причинять особого вреда здоровью. Специи могут и не наносить вред здоровью, но они стимулируют аппетит, а лапша может не полностью утолить голод, добавила медик в беседе. А ранее россиянам объяснили, чем чревато увлечение азиатскими супами.
Дело в том, что пищеварительная система европейца не привыкла к острым блюдам, которые распространены в азиатских регионах, щедро приправленные специями и так далее. Поэтому, конечно, чересчур острая еда, не только супы, они могут, конечно же, непривыкшему человеку очень сильно навредить именно его желудку. Поэтому нужно постепенно входить в эту историю. Ну а что же тогда полезно употреблять? Конечно же, это фрукты, причем в любое время года. Тем более сегодня, 12 декабря, отмечается День фруктового салата. Ну а еще фрукты и фруктовые салаты, и нарезки, все мы знаем, неотъемлемая часть новогоднего и общего любого праздничного стола. Давайте посмотрим, как можно красиво их нарезать. Скоро начнется самый долгожданный праздник – Новый год. И все хозяйки уже начали примерно делать меню, а мы сегодня вам покажем красивую фруктовую нарезку. Для этого нам понадобится ананас, мы его вот предварительно порезали, да? Его надо вот так вот порезать, чтобы вытащить мякоть, и чтобы ананас вот так вот остался сам, да? То есть кожура. Мы его ставим в тарелку. Тарелка должна быть большой. И нарезаем наш ананас. Ананас мы нарезаем просто, можно вот в произвольной форме, можно, да, можно какие-нибудь красивые фигурки. Ну, в принципе, особой разницы нет. Нарезка фруктовая, ну не только на Новый год, да, можно, конечно же, украсить любые праздники. Без красивой нарезки не обходится ни один праздник. Нарезаем и его красиво кладем внутрь ананаса. Ананас всегда украшает стол, конечно же, он такой экзотический красивый фрукт. Вот так он будет выглядеть. Нам понадобится дальше апельсин, один целый апельсин. Мы его надрезаем на половинки. Дольки делать не сильно тонкие, да, чтобы они как бы не разваливались и не были слишком уж такими прозрачными. Сразу, конечно же, пахнет таким Новым годом, да, праздниками, когда нарезка такая фруктовая, красивая у нас. Киви мы очистили заранее, да? Тоже на половинку, чтобы вышли красивые дольки. И опять-таки не сильно тонкие дольки. И кладем вот так вот дольками. То есть вдоль нашей нарезки. Уже аккуратно, красиво. Как говорится, чем больше цветов ярких, да, тем у нас будет красочнее. Мандаринки, как же без мандарин? По самому краю, это уже у нас завершающий фрукт, да, украшение. Можно посыпать сахарной пудрой, можно добавить чернику, да, то есть это, как говорится, на вашу фантазию, как вы хотите. На данный момент мы украсим вот так вот ягодами, чтобы было больше красок, чтобы было такие более такое праздничное, да, настроение. Такая красивая нарезка у нас получилась. Готовьте с удовольствием и радуйте своих близких. Ну, день фруктового салата, поздравляю тебя. И я тебя. Зима, Якутия, Ешьте фрукты. Да. Благо, доступнее они становятся с каждым годом, особенно даже вот у нас на севере, еще Слава и зимой. Богу, да. Ну а тем временем квартира в Москве всего за 870 тысяч рублей. Такие объявления недавно удивили людей, но, как оказалось, бесплатный сыр, он, хотелось бы сказать, в мышеловке, нет, в кладовке, потому что это не квартира, а бывшие кладовки. Именно их и продают под видом квартир, но в них нет окон,
душа, туалет один на этаже. А площадь квартиры, так сказать, составляет 2,5 квадратных метра. В Петербурге такого пока нет, однако, например, на Циане владельцы предлагают квартиры-студии площадью от 8 до 10 квадратов. Апартаменты с отдельным входом площадью 9,2 квадратных метра обойдутся покупателю в 3,7 миллиона рублей. Дом построен в 1853 году, первый этаж из 3, может быть бывшая дворницкая, а может результат разделения коммуналки. А на Садовой в Коломне 8,8 квадратных метров, 2,3 миллиона рублей. Тоже первый этаж, дом постройки 1831 года. За 1 миллион рублей продается комната в 5 квадратных метров с окошком на кухне. Вдвое просторнее, чем в Москве, и почти за те же деньги. Вот такие цены на и квадратные метры предлагают в столице нашей страны. Жил бы ты в таких условиях? Ну нет. Ну я почти 2 метра ростом. Я лег, квартира кончилась. Ну, если говорить Какой там про 1831, да? Но там же наоборот. Ну, вот первая, про которую мы сказали, 2,5. Ну, куда? Я там даже не лягу, получается. Даже по диагонали. Ну, можешь посидеть. Ну, буду сидеть там. Посидишь. Ну, а мы поговорим уже про жилье более комфортабельное, ну, как более совсем другого разряда, скажем так. И про доступность его тоже в том числе. Поговорим. У нас сегодня в гостях риэлтор с многолетним опытом, а теперь она возглавляет отдел продаж целого квартала новостроек. 112-й квартал это в Якутске появляется уже. Мария Степановна. Мария, доброе утро. Доброе утро. Вот, ну, собственно, поговорим о житейских, так сказать, проблемах, потому что квартира, жилплощадь — это, наверное, одно из главных приобретений любого человека. То есть кто-то ее приобретает, радуется, кто-то почти большую часть жизни к этому стремится, чтобы и тоже в конце концов приходит к этому. Но сначала про общую, да, картину, скажем так. Вот как человек на передовой вот этой всей истории недвижимости, что означают последние сведения, вот эти ожидания, опять же, повышения и ключевой ставки, как, опять же, повышение суммы дальневосточной ипотеки и первоначального взноса к ней? Значит, 15 декабря мы должны все ожидать, да, информации, повысится ли ключевая ставка, может быть повысится не намного, но сам факт того, что это уже 4-й раз за 1 год и в большей степени за последние полугодия, конечно, они не могут не напрягать, но, тем не менее, я бы хотела сказать, при этом дальневосточная ипотека, сумма, она должна увеличиться до 9 миллионов, мы все на это рассчитываем, учитывая, что на 6 миллионов по таким деньгам не так уж и много можно купить, но, тем не менее, вот есть некоторые нюансы, да, все говорят, вот, будет 9 миллионов, я куплю то, что себе нужно, но там будут все-таки определенные какие-то там требования, механизмы, что это, возможно, будет квартира не меньше 60 квадратных метров, что первоначальный взнос может увеличиться до 30%. И это будет не на все программы господдержки, а только на дальневосточную ипотеку, а есть же еще семейная, есть программы господдержки. Да? То есть все-таки торопиться стоит, если у вас, допустим, нет возможности получить дальневосточную ипотеку, а по семейной, тогда надо торопиться, нет смысла ждать этих 9 миллионов. Если, допустим, неподтвержденные доходы, ну, механизмы будут все-таки ужесточаться. Если, вот, знаем мы не у всех там, да, официальные доходы там, по 100 тысяч и так далее, при том, что у него, ну, такой реальный доход может быть. Конечно, в таком случае нужно подавать заявку, и эта одобренная ипотека будет сохраняться, ну, в среднем до 90 дней. Вот. Ну и то, что первоначальный взнос 20% или 30%, это очень существенная разница. Угу. Мария, ну если брать, к примеру, другие города нашей страны, да, возьмем тот же Новосибирск, ну, не так далеко от нас. Столица, да? Сибири. Да, столица Сибири, очень комфортное место, знаю очень многих якутян, которые там на данный момент проживают, да, и, к примеру, возьмем вот такой комплекс, как Европейский. Вот бывали ли вы там, что можете сказать как эксперт? Вот буквально в ноябре я ездила к сыну в отпуск, он учится там в Томске, и через Новосибирск приезжаешь, и мой долг был именно посмотреть, что там строят и как. Это вот чисто профессиональный интерес, я всегда смотрю объявления о стоимости продаж, немножко такая профессиональная деформация даже. Вот. И я считаю, что это квартал
ну, действительно, к которому нужно стремиться. И очень хорошо, что вы об этом сказали, потому что это не из кварталов, который вдохновил наших руководителей именно строить квартальную застройку, где все продумано. Не один дом построил, да. Как вот раньше только вот поставили домик. Да, и там тротуар закончился, и вся инфраструктура закончилась, и ты ступаешь на лужу и идешь дальше по своим делам. Вот. И он очень вдохновил то, что нужно квартальную застройку якутски делать. У нас же, ну, чувствуется прямо несистемность, да, тут шикарный дом, а тут двухэтажная деревяшка, да. Вот. И эта квартальная застройка у нас, она, конечно, не такая глобальная, там же европейский, он очень огромный, большой, зато у нас все тоже продумано. И тротуары, и проездные пути, и парковочные места, и детские площадки на эксплуатируемых кровлях, теплый паркинг, и школа, и все нежилые помещения, где будет расположена аптека и так далее, чтобы человеку не было необходимости куда-то далеко ехать, вот такие же морозы, например. Чтобы все было под рукой? Да, да. 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 Вообще здорово, да, что именно вот квартальный подход, я назову это квартальный подход, вообще квартальная застройка, да? Да. Правильно говорите, появляется, это же, ну, то есть человек реально начинает приезжать уже как бы не в квартиру, а вот в инфраструктуру, то есть он приезжает, понимает, что он получает условно жизнь под ключ. Но, опять же, сказывается ли это или нет на квадратном метре? Вот вообще, какие сегодня дела на рынке недвижимости в Якутске? Сколько квадратный метр сегодня в среднем стоит? Квадратный метр в среднем, этот вопрос меня всегда ставит в тупик, потому что я могу сказать формально 150 тысяч рублей, а на самом деле будет разница составлять от 100 до 200 тысяч рублей за квадратный метр. Вилка такая большая. Да, поэтому тут нужно обязательно пояснять. Вы, да, действительно можете найти квартиру там за 120 тысяч рублей за квадратный метр, но вот вы выйдете, и вот тротуаром у вас закончится вся ваша инфраструктура и благоустройство. Либо вы можете купить за 200 тысяч рублей за квадратный метр. Но, тем не менее, это тоже не означает, что все будет классно. Чем меньше квадратура, допустим, вот чем меньше квадратуры, как вы показывали на видео, тем она дороже, да. То есть это не означает, что вы купите вау, там что-то. То есть тут очень большой диапазон, и если вы планируете покупать недвижимость, конечно, нужно в это вникать и понимать, а не брать все, что вот попадется. И я бы хотела сказать, что когда вы покупаете в нашем жилом комплексе квартиру, то вы покупаете не только квадратные метры, вы покупаете всю эту инфраструктуру. Умный дом, бесшумные лифты, дизайнерские подъезды, безбарьерную среду, вот и эти все тротуары, пешеходные зоны, фонтаны и всякие благоустройства. Очень интересно звучит фраза: вы покупаете эту инфраструктуру, у меня сразу в голове шутка, да, потом как доказать соседям, что я купил этот лифт? Вы все скинулись и купили. Мария, да, мы видели, вот, да, многие видели вашу рекламу, да, А112 с блогерами, да, вот как раз там удивительные цены по платежам, к примеру, как 54 тысячи в месяц за трехкомнатную квартиру, да, если я не ошибаюсь. Вот это для всех или только вот для известных людей, которые привлечены в ваш промо? Так, сразу хочу сказать, что блогеры — это все-таки в первую очередь люди, да, тоже человеки. И, естественно, у них, они тоже подходят по требованиям разные программы. Кто-то молодая семья, он может купить по дальневосточной ипотеке. Это 2%. Вообще от 1,3, но об этом чуть позже. А есть те, которым подходят по семейной программе, или те, кто подходит по государственной поддержке. И у нас тут уже тоже надо разделять. Действительно, такой платеж есть, и это реально, и это не особенно. Это вот как для всех. Вы придете, и у вас будут такие же условия. При этом вы можете купить даже более выгодно. Да? У нас трехкомнатные квартиры, вообще у нас планировка дома, она сделана архитектурным бюро в Москве, и они у нас очень правильной формы, прямоугольные, очень хорошая планировка, и за счет этого они не громадной площади. Трехкомнатная квартира, которая хорошо продумана, она не обязательно прямо стоит каких-то огромных денег. И если, например, она стоит условно 9,5 миллионов рублей, а тогда как у нас однокомнатные квартиры продаются, да, 7, 8, 9 миллионов рублей. И бывает дороже, но не будем о грустном. Вот. И действительно, стоит подумать, например, если разница между двухкомнатной квартирой, однокомнатной и трехкомнатной, там, 1 миллион, то и вы берете ее на 20 лет в ипотеку, то, конечно, есть смысл брать, и платеж, возможно, будет дешевле. Я вчера считала для молодого человека, который вот IT-ипотека ему проходит, да, то есть мы посчитали его платеж, он даже берет большую сумму, там не 6 миллионов, он может взять до 9 миллионов, и у него выходит сумма 40 тысяч рублей. То есть это вполне реально, и он не блогер, он обычный человек, и может быть даже меньше. И у нас еще есть такое от застройщика комплексная программа, мы можем предложить, вот до Нового года у нас акции идут, скидки, и еще и в
качестве бонуса комплексная программа, где можно снизить эти процентные ставки по дальневосточной ипотеке 1,3 вместо 2, по семейной ипотеке 3% вместо 5 и по господдержке 6% вместо 8. То есть, если мы считаем выгода не только в скидках, но выгода в том, что переплата у вас будет существенно отличаться за эти те 20 лет, которые вы будете платить. И мы считали, по 1,3 у нас получилось платеж 22 360 рублей. На 20 лет. Да. Это очень неплохие цифры. Очень неплохие. Очень. Приходите к нам на консультацию. Вот, да, это, кстати, надо себе. Да. Ну, сюда запишу. Ну, Мария так хорошо говорит, прям хочется вот, да, Да. сразу пойти, узнать, там, покопаться. Да. Ну, Мария, Узнать спасибо побольше. большое за эту информацию. Я думаю, ну, во-первых, для многих она будет сегодня полезна для тех, кто хочет свои жилищные условия улучшить. И улучшить вовремя. И улучшить вовремя, и улучшить, как бы, оберегая свой Да, денежный конечно, карманчик. кошелек. Да. Мария, вам огромное спасибо, отличного дня, ждем вас снова на 6 Спасибо. Ну а далее слово нашим коллегам из информационного блока. Доброе утро. Далее блок новостей. До конца декабря для потребителей ГУП ЖКХ Республики действует акция «Декабрь без пени». Физические лица могут погасить имеющуюся задолженность без уплаты пени до 31 декабря этого года. А период проведения акции оплата за коммунальные услуги от населения будет приниматься без начисления пени. Условия акции при этом не распространяются на периоды, по которым у потребителей имеются судебные решения и непогашенная задолженность по исполнительным производствам. Многопрофильная бригада врачей Республиканского центра мобильных бригад продолжает работу в Среднеколымском районе. Командировка продлится до 14 декабря. На текущую дату осмотрено 595 детей. С начала реализации проекта врачи Республиканского центра мобильных бригад посетили все 89 населенных пунктов арктических районов республики. Они продолжают работу по обследованию, осмотру и лечению жителей Арктики. Напомню, сам проект, основанный на сочетании телемедицины и выездной работы врачей-специалистов, позволяет обеспечить круглогодичную всесезонную работу и охватить все населенные пункты арктической зоны Якутии специализированной медицинской помощью. В Якутии увеличилось количество пациентов с обморожениями. В Якутске, например, госпитализированы более 30 человек. Ожоговый центр экстренной медицинской помощи организован на 50 коек. На сегодняшний день пациентов с обморожением и ожогами больше. В год центр принимает около 800 пациентов, в том числе 500 человек с ожоговыми травмами и 200 с холодовыми, а также с последствиями термических травм. В большинстве случаев пострадавшие – это мужчины трудоспособного возраста и зачастую в состоянии алкогольного опьянения. Болей-то никаких не бывает, поэтому люди зачастую не чувствуют, да? Поэтому получают глубокие отморожения. Конечно, если это лицо или уши, там понятно, что там, да? Просто оледенение может быть ушей, кончиков, мочек и так далее. Носа. То есть белеют там нос, белеют щеки, уши. Вот это первые признаки. Если прохожие, скажем так, да, обнаружили человека лежащим на земле там, или где-то, то они, конечно, в первую очередь должны вызвать скорую. В Якутске открылась выставка мастеров коренных многочисленных народов Севера. Эта выставка становится традиционной, и проводится она в честь Дня Ассоциации КМНС Якутии, который отмечается 12 декабря. Принимают участие 46 мастеров и умельцев из 16 муниципальных районов и города Якутска. На самой выставке представлена одежда, аксессуары, изделия из кости и рога, а также картины и авторские куклы. Помимо этого представлены уникальные аутентичные шапки народов Севера. Эти работы представлены в рамках республиканского конкурса головных уборов коренных малочисленных народов. На выставку можно посмотреть до 13 декабря в мраморном зале Дома дружбы народов. В любой выставке мы стараемся открыть новые имена. В этом году впервые участвует мастерица из Оленёкского улуса Игнатьева Марьяна Егоровна. Вот очень такие аккуратные работы из ровдуги, из бисера. Также в этом году много у нас участниц из Анабарского улуса, также школьники есть. Представляют и традиционную, и современную одежду, живопись, сувениры, аксессуары. Активное участие принимают мастера и школьники Нижнеколымского района.
Там же прошел 11-й конкурс песенного творчества «Эхо тундры и тайги». В конкурсе приняли участие коллективы и сольные исполнители как из улусов республики, так и из других регионов Дальнего Востока. Исполнители должны были исполнить по 2 песни, одна из которых на родном языке. Гибридный формат участия позволил выступить исполнителям, не сумевшим приехать в столицу республики. Ну а целью является сохранение и развитие традиций культуры многонационального народа Российской Федерации. Сам конкурс завершится гала-концертом 12 декабря. Мы очень рады сегодня встретить нашу гостью. Она приехала к нам из Камчатки. Зовут ее Алит. Она в составе жюри и очень хорошо с нами сотрудничает. Ну, прежде чем в работе в жюри, мы с ней поговорили. У нее такие же проблемы, как у нас, в смысле, чтобы язык развивать, чтобы песенная культура развивалась народов малочисленных, народов Севера. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами и хорошего дня. Спасибо нашим коллегам. Мы тоже порцию новостей добавим, позитивных, приятных. Мать верблюжонка Гуанака оказалась не лучшим родителем новорожденного малыша. Она решила оставить на попечение сотрудников Новосибирского зоопарка обитаемый остров. Верблюжонок появился на свет со слабым здоровьем, у него было переохлаждение, поэтому ветврачи всерьез занялись его лечением и прописали малышу уколы. Осмотр ветеринара был осуществлен в день рождения малыша. Далее приглашалась офтальмолог, потому что есть проблемы со зрением. Сейчас пока ситуация в норме, постоянного ветеринарного контроля не требуется, добавили в зоопарке. Специалисты смогли полностью заменить малышу мать. Они кормят его сухим верблюжьим молоком, играют с ним, помогают адаптироваться к окружающей среде и даже пытаются сдружить малыша с другими обитателями центра. Он воспринимает сотрудников зоопарка как маму. И есть у нас сотрудники, с которыми он больше любит бегать, играть. Ну и, конечно же, процесс кормления, конечно. Кто ребенка кормит, тот и мама. Вот именно такой фразой подытожили историю про верблюжонка в Новосибирском зоопарке. Ну что, верно ли это утверждение, что тот, кто кормит, тот и мама? Ну, я думаю, верно, конечно, верно. Тогда как иногда и папа может быть мама. Папа-мама, да. Может ли мама быть папа? Это уже другой вопрос. Об этом мы, возможно, поговорим в течение этой недели, потому что всю неделю с вами мы здесь будем встречать утро, пытаться подарить вам улыбку и, конечно же, полезной информации. Спасибо, что просыпались сегодня вместе с нами. Будьте красивыми, обязательно покорите этот новый предстоящий день. Ну а мужчинам всем быть опрятными. Да. Ну, все, и хорошего настроения. Увидимся завтра. До завтра.